Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Эндокринная система – самая загадочная из всех систем человеческого тела, и гормональные нарушения могут расстроить весь организм. Какова роль гормонов и насколько гормоны влияют на нашу жизнь? Что мы знаем об этой сложной сети взаимосвязанных эндокринных желез? Работа эндокринной системы – контролировать все физиологические функции организма. Эта сложная сеть желез, расположенных в разных частях тела, и отвечает за гомеостаз, внутренний баланс нашего организма. Наряду с нервной системой и регуляцией на тканевом уровне эндокринная система образует узкоспециализированный внутренний процессор, который контролирует все наши жизненно важные параметры. Когда какая-либо часть гормонального компьютера выходит из строя, мы сразу чувствуем это. Каковы симптомы гормональных нарушений, что нужно делать, если организм дает сбои? Об этом и не только мы поговорим с нашей гостьей, врачом-эндокринологом перинатального центра города Якутска Леной Ахметшиной. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, Иван. Ну, давайте с самого небольшого ликбеза. Чем все-таки занимается врач-эндокринолог, вот если забыть вот эти все наши умные медицинские термины? Ну, вообще профессия эндокринолога сейчас очень востребована, да? И эндокринологи занимаются заболеваниями, которые связаны с нарушением функции желез внутренней секреции, да? Это эндокринные железы. В основном врачи-эндокринологи в ежедневной практике сталкиваются с такими заболеваниями, как сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы, это гипотиреоз, тиреотоксикоз, аутоиммунные тиреоидиты, заболевания структур щитовидной железы, да, то есть это узловые зобы, в том числе и рак щитовидной железы. Это проблемы гормонального характера репродуктивной системы, да, то есть даже вплоть до бесплодия. Этими всеми проблемами занимаются врачи-эндокринологи ежедневно. Вот все-таки вы уже работаете не первый год. Есть ли какая-то особенность, возможно, течения эндокринных заболеваний у жителей Якутии? С чем чаще всего обращаются? Что, наоборот, реже выявляется? Ну, в основном, конечно, мы работаем с больными, у которых стоит диагноз сахарный диабет. Их несколько типов, но в основном встречаются первый и второй тип. Также это заболевания щитовидной железы и проблемы с репродуктивной системой. Вот вы затронули заболевание щитовидной железы. Все-таки это связано с тем, что мы эндемичный регион по заболеванию, не хватает йода. Да, и как тогда проводить профилактику йод-дефицита? Да, наш регион является йододефицитным регионом, как в принципе практически большая часть нашей России, да. И йододефицит нужно обязательно проводить профилактику уже с раннего детства. Да? То есть, в принципе, даже это уже внутриутробно, когда развивается беременность, и женщины должны проводить йодную профилактику. Потому что йод — это микроэлемент, который необходим для нормального функционирования и выработки гормонов щитовидной железы. Да? То есть это трииодтиронин и тироксин. Без микроэлемента йода щитовидная железа у нас не справляется с работой, да, и могут вызвать нарушение функции щитовидной железы. И чаще всего это бывает в виде гипотиреоза. Также это увеличение щитовидной железы, эндемический зоб. Поэтому профилактику йододефицита нужно проводить с самого раннего детства, да, и в молодом возрасте тоже. Профилактической дозировкой для младшего возраста считается 50-100 микрограмм в сутки, а для молодых людей и подростков 100-200 микрограмм в сутки. А какой препарат надо покупать, чтобы проводить? Калиэдит в виде калиэдита. Ну, калиэдит — это наше международное непатентованное название, есть его еще аналоги. Это знаменитый йодомарин. Йодомарин, да. Как у нас из рекламы детской Йод-баланс, еще помню. ну их много достаточно, да. В виде калия должно быть. Переборщить нельзя с профилактикой? Переборщить можно, поэтому нужно обязательно учитывать возраст, да, и смотреть также периодически функцию щитовидной железы. Ну, вот, как обыватель, наверное, задам вопрос, потому что очень часто бывает так: идешь, ой, у меня зоб, вот тут что-то, да, ой, а у меня что-то. А какие симптомы-то? Вот как понять, что у него зоб? Может, у него просто увеличенная щитовидная железа, но гиперфункции ее нет? Да.
Чаще всего бывает, конечно, так как у нас вот как раз-таки эндемический регион, увеличение, да, то есть это диффузное увеличение самой щитовидной железы без нарушения функции. Если функция нарушена, то появляются уже симптомы, да, которые когда уже следует обратиться к врачу, чтобы врач назначил анализы и посмотрели уже, как работает щитовидная железа. В каких случаях нужно сразу идти к эндокринологу? Минуя других специальностей, да? Но вообще сейчас народ уже достаточно у нас получается грамотный, начитанный, да. Все уже, большинство знают уже, когда необходимо обращаться к врачу-эндокринологу. Но в первую очередь это, конечно, при планировании беременности женщины должны обязательно обследовать своего эндокринолога на дефициты, да, на то, как работает щитовидная железа. И если есть такие симптомы, как выраженная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, выпадение волос сильное, да, резкий набор веса или резкое снижение массы тела, в таких случаях можно сразу обращаться к врачу-эндокринологу. А вот что можно считать частым мочеиспусканием? Частое мочеиспускание — это получается, если чаще, чем обычно. То есть больше 2 литров в сутки. А нужно ли самостоятельно сдавать кровь на гормоны? Вот у нас очень многие грешат этим, идут, сдали, у меня все хорошо. В принципе, если никаких жалоб нет, то такой необходимости особой тоже нет, да? Обязательно должны сдавать женщины, которые планируют беременность или вот узнали, что в положении. В этом случае, даже если женщина считается здоровой, обязательно нужно сдать на гормоны, потому что гормоны щитовидной железы, они влияют на закладку нервной системы плода. Соответственно, при их дефиците могут развиться такие осложнения у плода, да, как умственная отсталость, вплоть до кретинизма. Поэтому гормоны щитовидной железы женщинам обязательно нужно смотреть. А если взять гормоны половые, как раз у вас перинатальный центр, вот там же связано это и с циклом менструальным женщины. И так далее. На половые гормоны мы отправляем только по показаниям, если есть какие-то жалобы, да, если есть бесплодие, если не получается забеременеть, если есть нарушение менструального цикла. В этом случае мы отправляем на половые гормоны. А как вы относитесь к тому, что сегодня практически всем назначают огромное количество анализов? Анализов? Ну да, я считаю, что без надобности не стоит сдавать все подряд, потому что назначают потом и кучу витаминов, нужных и ненужных, куча микроэлементов, да. Сейчас это очень модно, но не всегда это полезно и не всегда это нужно. Ну вот сейчас очень модно, вот вы правильно сказали, по поводу витамина D. По-моему, мне кажется, уже с ума люди начали сходить, ой, у нас там витамина D не хватает. Я соглашусь отчасти, да, что у нас все-таки регион, где мало солнечных лучей из-за тумана, мало поступления его за счет внутренней выработки. Но надо ли так усиленно принимать его в таких еще и дозах? Вот насчет больших дозировок я тоже здесь могу как бы ввести настороженность, да, потому что большие дозировки все-таки, они тоже весьма чреваты своими последствиями, тем более если их назначать без учета исходного анализа у конкретного человека. Да? То есть профилактические дозы в принципе назначать можно и нужно. Это считается для взрослого человека 2000 международных единиц в день. Но сейчас смотришь на значения некоторых специалистов, там просто огромные конские дозы идут витамина D, с чем я не всегда согласна. Когда нет дефицита, я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Ну да, ну жили как-то без этого, и вроде бы нормально все было. А сейчас вот повально, что мы получим позже. Да. Ну вот самая важная, наверное, тема, и для республики она очень актуальна, это сахарный диабет, с учетом того, что мы неправильно питаемся, забываем порой о диетах, определенных нормах. Все-таки что такое сахарный диабет и как его диагностировать у человека хотя бы по первым симптомам? Сахарный диабет — это хроническое заболевание, да, которое сопровождается гипергликемией, то есть повышенным сахаром в крови.
Сахарный диабет может развиваться на фоне относительной недостаточности гормона инсулина и на фоне абсолютной недостаточности. Да? То есть абсолютная недостаточность — это у нас диабет первого типа, который встречается чаще у детей и молодых людей до 30 лет в основном. Да? То есть здесь идет дефицит уже абсолютный. То есть бета-клетки разрушаются и погибают до 90%. Здесь, естественно, речь идет только об инсулинотерапии. С такими пациентами в основном работают детские эндокринологи, и клиника здесь будет очень яркая. Да? То есть ребенок начинает терять в весе очень сильно, появляется очень сильная сухость во рту, жажда, и ребенок начинает очень сильно терять в весе. Ну, естественно, родители начинают бить тревогу и обращаются к врачу. И диагностика там не затрудняется, да, в диагностике. Что касается диабета второго типа, то здесь у нас речь идет об относительной недостаточности инсулина, да, и, как правило, развивается в пожилом и в зрелом возрасте. Да. Но как статистика сейчас нам показывает, и такая нехорошая тенденция есть в мире, да, что сахарный диабет второго типа, он очень сильно молодеет из года в год. То есть это связано с тем, что очень много употребляется фастфуда, да, газированных напитков, очень мало двигаемся, малоподвижный образ жизни. И в связи с этим сахарный диабет сейчас второго типа, к сожалению, встречается очень часто у молодых людей и даже у детей школьного возраста. Это, конечно, очень печально, но факт остается фактом. Но сахарный диабет второго типа диагностируется, как правило, тоже при появлении жалоб у пациента, да, они обращаются к врачу. Немаловажный фактор отдается, я считаю, что обязательно нужно проводить диспансеризацию и медосмотры на работе, да, потому что на ранних стадиях выявляются такие заболевания, и их лечить легче, не развиваются никаких осложнений. А если же пациент приходит с повышенным сахаром, да, с какой-то определенной клиникой, мы отправляем дополнительно на исследование, да, то есть это гликированный гемоглобин. Он показывает усредненный сахар в крови в течение последних 3 месяцев. И золотым стандартом является глюкозотолерантный тест, это тест нагрузкой глюкозы, который на 100% показывает, есть ли сахарный диабет у человека. Помню, как ты даже проходил его. Все-таки, если определять такие классические факторы риска, что бы вы посоветовали людям, от чего возможно отказаться, чтобы не спровоцировать у себя развитие сахарного диабета? Если мне память не изменяет, все-таки генетическая предрасположенность у людей есть. И если вдруг снизить фактор риска, может быть, оттянуть срок наступления. Да, факторы риска при сахарном диабете второго типа — это как раз-таки, вот как вы сказали, наследственная предрасположенность, да, избыточный вес или ожирение, да, индекс массы тела при этом будет выше 25, ожирение — это уже выше 30 индекс массы тела, да. Это вредные привычки, как курение, малоподвижный образ жизни, мужской пол и возраст старше 40 лет. Так, возраст старше 40 лет, то есть мне немножко осталось, и у меня уже фактор риска. Что не есть-то? Да, надо обязательно стараться исключать из рациона легкие углеводы. То есть это все, что содержит белую муку высшего сорта, да, сахар в любом виде, получается, надо максимально стараться ограничивать. Сладости, фастфуд, газированные напитки. В общем, все, что я люблю, мне не надо, я понял, да. И обязательно нужно заниматься физической активностью, то есть мышцы должны работать. Вот, внимательно слышали? В том числе вот все, кто в студии сегодня работает, обязательно обратить внимание на советы эндокринолога. А вот с точки зрения питания, да, вот вы сказали, что ограничить, а что наоборот полезно и легко усваивается, наоборот снизит риск. Да, надо стараться употреблять побольше клетчатки. Да? Клетчатка у нас содержится в овощах. То есть чем больше овощей, вообще считается нормой 500 грамм в сутки. То есть это каждый прием пищи по 150-200 грамм овощей. Да? Они могут быть в любом виде. То есть это сырые овощи, вареные, на пару. Да? Можно немножко потушить на масле, допустим. Да?
чем больше овощей, тем лучше у нас происходит метаболизм. Потом, значит, должны обязательно в рационе быть разные крупы. Да? Исключаем манную и рисовую крупу. Остальные крупы все практически, они очень полезные. И также обязательно должен быть полноценный белок. Да? То есть это рыба, курица, мясо. И обязательно молочные продукты. То есть это творог, молоко, сыры, да, не совсем жирные. Ну, вот то, что не провоцирует набор веса. Угу. Так, а какие осложнения тогда могут быть при сахарном диабете? Ну, сахарный диабет — это очень коварное заболевание, да, когда пациенты могут вообще не чувствовать, что у него повышен сахар, да, что что-то происходит в организме. И осложнения, они, к сожалению, необратимые. Поэтому обязательно, когда приходит на прием, я сначала рассказываю, какие могут быть осложнения, да, потому что осложнения, они очень, к сожалению, печальные, да, и сделать что-то уже, ну, бывает очень поздно. Осложнения это могут быть на сердечно-сосудистую систему, да, это самое опасное, это инсульт или инфаркт. По статистике смертность по осложнению сахарного диабета очень высокая. Далее это может быть диабетическая нефропатия, да, то есть это осложнение на почке, когда почки начинают плохо функционировать, вплоть до терминальной стадии почечной недостаточности, когда пациентов переводят на гемодиализ. И диабетическая ангиоретинопатия, да, ну, ваши вот коллеги как раз, да, я об этом сталкиваются, хотел сказать. Да. К сожалению, тоже довольно часто встречается, когда сначала у нас идет непролиферативная стадия, потом пролиферативная стадия, когда требуется уже коагуляция лазерная, да, и вплоть до полной потери зрения, может быть. Да, вот на этом осложнении, понятно, по роду своей деятельности хотел остановиться отдельно. Вот к нам приходят жителей республики, причем возраст у некоторых достаточно молодой, работоспособный, 50, 55, 60 лет, с утратой зрения. И сделать там уже достаточно сложно что-то, потому что уже новые сосуды проросли, уже сетчатка не прилежит так, как надо, и, соответственно, человек теряет зрение, и вернуть его силами ни хирургии, ни терапии, ни каплями, как говорят у нас, назначьте капли, и что-то вернется там, невозможно. Понятно, что хирурги пытаются сохранить то, что есть, но не всегда это получается, и потом мы как раз получаем очень большой негатив от родственников. Вот просто недавно был как раз случай, приходили родственники пациента, диабет уже 35 лет, вот, особо он не обращался, а как результат сейчас уже на один глаз полная утрата зрения, и вот сейчас пытаются хирурги спасти второй глаз. Что из этого выйдет, очень сложно прогнозировать, но тем не менее я полностью присоединяюсь к словам Елены, что за сахарным диабетом и за питанием необходимо следить, или мы получим целый букет осложнений, который потом уже невозможно будет расхлебывать. Да. Вот как раз про вес, про ожирение. Надо все-таки, если ожирение у тебя, да, избыточный вес, вот вы вначале говорили, что надо идти к эндокринологу, или же все-таки к диетологу? Вот кому лучше? Меньше есть? Ну, здесь не только дело не в том, что лучше или кому-то из них, да, просто эндокринологи, они не занимаются конкретно вот составлением плана питания, да, и меню, допустим. Если с ожирением или с избытком веса обращаются к эндокринологу, мы сначала обследуем полностью гормональный фон. Если какие-то выявляем нарушения, то мы их корректируем, да, таблетками, питанием там, и так далее. Если же проблем особых нету, то есть практически человек здоровый, есть только проблемы с лишним весом, мы даем общие рекомендации по правильному сбалансированному питанию, по физическим нагрузкам, да, но это общего характера. А если пациенту удобнее, чтобы прямо ему составили меню, рацион питания лечебного, да, то в таком случае, конечно, лучше сходить к диетологу, чтобы индивидуально подошли к рациону.
Ковид еще до конца не ушел, все равно случаи выявляются. Понятно, что не в тех объемах, которые они были в 2020, 2021 или начале даже 2022 года. Какие осложнения ковид дал на эндокринную систему? Можно ли уже об этом говорить за вот эти 2,5 года пандемии? Да, к сожалению, ковид не дал про себя забыть. И, к сожалению, очень часто стали обращаться именно после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты с впервые выявленными заболеваниями щитовидной железы. Да? То есть очень часто стал встречаться гипотиреоз и тиреотоксикоз. При том, что ранее проблем никогда не было, но вот после выздоровления они начинают чувствовать себя хуже, начинают искать причину, и выясняется, что это вот сбой дала щитовидная железа. И очень много заболеваний сахарного диабета стало после перенесенной коронавирусной инфекции. Прямо после выписок идут с анализами, и сахара у них очень агрессивные, бывают сразу очень высокие. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция, она подавляет бета-клетки поджелудочной железы, да, то есть она очень негативно на них влияет, тем самым развивается сахарный диабет. Он развивается как сахарный диабет второго типа, и лечение будет таким же, как при втором типе. Ну вот мы затронули немножко тему по витамину D, но кроме витамина D еще у нас есть тотальное увлечение, я считаю, БАДами, различными там еще добавками, минералами, поливитаминами и прочими вещами. Вот я лично отношусь к этому очень настороженно и считаю, что этим перебарщивать не надо, потому что это потом приведет к еще худшим последствиям. Все-таки ваше мнение как специалиста, каково? Ну, может быть, я не прав. Нет, я с вами соглашусь в плане настороженности, да, потому что сейчас это очень популярно стало среди населения, да, и назначают все. Даже если это не специалист, который может назначать, назначают в очень больших количествах. Иногда приходят СА-4 на 4 листа, и там все в БАДах. Да. Конечно, это ужасно, так делать ни в коем случае нельзя. И вообще человек должен получать все макроэлементы и витамины от хорошего качественного питания. Да? Ну, это мое личное мнение, допустим. Конечно, в некоторых ситуациях нужно корректировать, если есть выраженный дефицит каких-то микроэлементов. Да? Но к этому надо подходить очень индивидуально и с учетом лабораторных анализов каждого человека. Ну вот как раз затронули питание. Сейчас еще и диеты модные разные есть. Там какая-то полидиета, кето-диета. Ну вот я на диетах вроде не сижу. Чуть-чуть так, конечно, уже нарастил свой багаж. Но надеюсь, скоро от него избавиться. Может быть, вот какие-то диеты есть реально полезные, а вот это все какая-то профанация? Ну, диеты, они всегда были, есть, да, и будут. Но, к сожалению, они тоже очень мало изучены. Поэтому говорить конкретно, что та или иная диета будет этому человеку хорошо, а второму будет плохо, да, потому что в каждой диете есть противопоказания. То есть надо разбираться тоже, имеются ли какие-то заболевания у человека, да, которые могут спровоцировать обострение, например, те же желудочно-кишечные заболевания. И вообще такие диеты, они обычно назначаются на краткосрочное время, и обязательно нужно консультироваться со специалистом. С кем лучше? Ну, с эндокринологом, гастроэнтерологом тоже можно проконсультироваться. Елена, вы работаете в перинатальном центре. С какими чаще всего заболеваниями эндокринной системы обращаются девушки к вам? Ну, в перинатальном центре, в принципе, у нас нет здоровых женщин, да. В частности, если касается эндокринной системы, то в основном у меня пациентки наблюдаются с гестационным сахарным диабетом, с диабетом первого типа и второго типа, а также с нарушениями гормональной системы в плане щитовидной железы, да, то есть это гипотиреозы и тиреотоксикозы.
Гестационный сахарный диабет — это отдельный тип диабета, да, который развивается именно во время беременности. Сейчас данного вида типа диабета встречается очень много. А с чем это связано? Да, это связано опять-таки с тем, что у нас очень много женщин с избыточной массой тела, с ожирением. Опять-таки связано с неправильным питанием, да, потому что очень много легких углеводов в питании, мучных изделий, да, фастфуда, газированных напитков. Это все сказывается, естественно, на углеводный обмен. И женщины в итоге получают гестационный сахарный диабет. А вот про токсикозы, они как-то связаны с гормональным фоном или нет? Ну, нет, токсикозы — это больше, наверное, по гинекологии. Угу. А женщины с сахарным диабетом первого и второго типа, им как-то по-особенному надо планировать беременность или все как обычно? Конечно, сахарный диабет первого и второго типа — это и планирование беременности. Да, это очень важная часть планирования. Да, планирования беременности, потому что сам по себе сахарный диабет дает очень большую нагрузку, да, на организм, а беременность дает еще двойную нагрузку, получается. Поэтому женщины с первым и вторым типом диабета, они должны очень тщательно подготавливаться к беременности. Да? Они заблаговременно, за полгода до планирования зачатия должны подойти к врачу-эндокринологу, к врачу-акушеру-гинекологу, да, чтобы посмотреть лабораторные анализы, биохимические показатели крови, гликированный гемоглобин. Да? То есть нужно достичь обязательно целевых уровней гликемии. То есть сахар должен быть вообще в идеале. Если все в порядке, значит, мы даем добро на планирование беременности. Да? При втором типе диабета мы обязательно отменяем таблетированные препараты, потому что все препараты во время беременности противопоказаны, и подбираем инсулинотерапию. Также мы можем поговорить о возможности помповой инсулинотерапии. Да? То есть это тоже делается до зачатия, но если беременность уже наступила, мы можем поставить инсулиновую помпу до 13-й недели. Помповую инсулинотерапию ставят на базе нашей Якутской республиканской клинической больницы в условиях эндокринологического отделения по высокотехнологической медицинской помощи. Что из себя представляет инсулиновая помпа? Ну, инсулиновая помпа — это значит у нас аппарат, который непрерывно подает инсулин, то есть микродозами. При этом потребность в инсулине у женщины, ну вообще у человека, если мы говорим сейчас про беременную женщину, потребность в инсулине сокращается. Да? Подача происходит непрерывно в течение суток, что очень облегчает жизнь самому пациенту, потому что не нужно каждый раз подкалывать шприц ручками, да, и каждый раз делать себе инъекции. То есть один раз они ставят, получается, инфузионный набор, который меняется через 3 дня. В Якутии 2022 год объявлен указом главы республики годом матери. Давайте поговорим немножко о женщинах, о наших главных героинях этого года. На что обратить внимание в целом беременной женщине, если вот у нее нет ни сахарного диабета, в целом она считает себя здоровой, но тем не менее она ставит перед собой задачу, чтобы ее будущее поколение тоже оставалось здоровой, и она сохранила свое здоровье. Да, этот год у нас посвящен Году матери. Мы в перинатальном центре в нашей женской консультации активно ведем просветительскую работу, да? Как в формате онлайн, так и в формате офлайн. Мы делаем встречи, презентации по подготовке к беременности, к планированию беременности, да? Рассказываем о правильном питании, как нужно питаться, да, чтобы беременность протекала хорошо. Акушер-гинекологи также читают лекции. Да? Вообще, конечно, хотелось бы посоветовать будущим мамочкам, чтобы они с молоду старались следить за питанием, да? Потому что питание очень много дает в плане здоровья в дальнейшем. Да? И обязательно нужно заниматься физической культурой, чтобы поддерживать свой вес, свою фигуру, да, свою красоту, и вовремя обращаться к специалистам.
Мгм. Очень часто в разговорах мы слышим такие фразы: «О, у меня сахар сейчас упал». Иногда вот люди даже в очередях, когда находятся, говорят: вот я с утра не ел, жду приема, у меня сейчас сахар упадет, будет реакция. Вот что такое гипер- и гипогликемия? Мгм. Ну, гипергликемия — это когда сахар в крови у нас повышается, да? У здоровых людей сахар вообще, в принципе, выше 6,1 натощак не должен быть. В норме сахар должен быть от 3,3 до 6,1, если это касается венозной плазмы. А гипогликемия — это сахар ниже 3,3, да? При этом развиваются симптомы, когда у человека начинает тремор по телу, да, выраженная потливость, сильная слабость мышечная появляется и чувство голода, вплоть до потери сознания, может быть, если это тяжелая гипогликемия. Но гипогликемия, конечно, встречается при сахарном диабете первого типа достаточно часто, при втором типе, ну, пореже бывает. В этой ситуации паниковать не следует, да? Но мы обычно своим пациентам всегда говорим с собой таскать какой-то кусочек либо сахара, либо конфетку, да? Чтобы под язык быстренько положить, и в ротовой полости всасывание происходит быстро. То есть некоторые начинают паниковать и литрами пить соки, допустим, да? Или съедают целую плитку шоколада. Так делать не нужно. Нужно успокоиться, сесть, под язык положить шоколадку. Ну, лучше это, конечно, чтобы был сахар-рафинад, допустим, кусочек. И подождать, потому что в этой ситуации, если гипогликемия не тяжелая, то сахар приходит в норму. Это как элемент первой помощи. Ну да. Спасибо большое, Лена, что подошла к нам в студию сегодня, рассказала об очень интересном вопросе. Это заболевание эндокринных желез. Хочется от тебя пожелать удачи в работе, потому Спасибо что работа с мамами, и ты сама являешься мамой, это всегда благодарное дело для любого специалиста. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что у нас в студии была врач высшей категории по специальности эндокринолог Лена Ахмедшина. Она работает в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем, чем живет здравоохранение Якутии. Всем здоровья и добра.